Сегодня стала известна программа 14-го международного фестиваля театров тюркских народов «Наурус». Он начнется 1 июня на площадке театра имени Галиаскара Камала. В Казань приедут коллективы из 20 театров от Турции до национальных республик России. Специальным гостем станет Нотра-театр из Бухареста. Пройдет фестиваль под эгидой театрального искусства Республики Башкортостан. Подробнее в материале нашего культурного обозревателя Дмитрия Пивоварова. Очень сложно, но носочек на себя. Обязательный тренинг перед началом спектакля пройдут и гости фестиваля. Хореограф Салима Амирова разминает тела артистов, особенно тех, кто занят в спектаклях амплитударно по максимуму. Когда придет фестивальный эстрада, не будет времени для расслабления. Не один спектакль, мы это все понимаем, и они тоже понимают. Когда выезжаешь куда-то, даже на гастроли, идеально, как у себя дома, на своей сцене, естественно, так не получается. По машинерии, по другим каким-то моментам, техническим моментам обыграть. Но мы стараемся полностью обеспечить этим, подбираем технические, смотрим стороны. На Наврузе уже были спектакли, щекочущие нервы, от школы Анатолия Васильева до Эймундаса Некрошеса с «Идиотом». Добавьте сюда венгерский эпос и якутские зловещие темы с использованием народных средств, там, где спецэффекты меркнут. Новизна этого Навруза в том, что впервые в таком масштабе мы организуем шоу-кейс. То есть, если до этого мы привозили продюсеров там в единичном порядке, то сейчас порядка 10-15 продюсеров из Грузии, из Франции, Германии, Турции, Ирана приедут и будут осматривать фестивали, спектакли фестиваля Навруз. И для нас это важно, что потом эти фестивали, эти спектакли могут поехать уже на другие фестивали. В Казань приедут 29 театров из мусульманских стран, пройдет международный фестиваль студенческих спектаклей, а бенефицианты театральной весны Казани, такие как Раушанья Юкачева, как всегда, будут во всеоружии. Самые дисциплинированные зрители и особо чувствительные к постановкам других коллективов замечены именно в этом театре. Самое главное сейчас, уже, мне кажется, в этом возрасте, это просто жить сегодня. Жить, работать сегодня, ждать сегодня что-то такое сюжетное, судьбоносные роли. И как только что сказала бенефициантка субботнего бенефиса Раушанья Юкачева, главное найти зрителя, который уже умеет думать, находить свои нюансы и приходить к тому материалу, который предлагает сегодняшний театр. Дмитрий Пивоваров, Дмитрий Женко, телеканал «Эфир».